Если вы это видео досмотрите до конца, вы узнаете, о чем будет выпуск следующего видео. Всем привет, друзья! Канал Бизнес по-казахски. Решил сегодня вам записать видосик. В предыдущем видео я рассказывал, что буду рассказывать про проблемы. Проблемы бывают в первую очередь в магазине и касательно нашего кафе. Я их объединил. Идентичные проблемы. В первую очередь, когда вы берете продуктовый магазин, вы должны сделать в первую очередь договор, чтобы любая одна из сторон должна уведомить друг другу как минимум 3 месяца вперед. Да? То есть за 3 месяца вперед уведомляет, и вы там распродаете свои товары, благополучно уезжаете. Когда вы берете, заключили договор, дальше смотрите помещение. В помещении должно быть в первую очередь, то есть если ремонт есть ремонт, то в первую очередь вы должны обратить внимание на электричество. Электричество должно быть исправным, то есть автомат должен быть хорошим, чтобы провода не грелись. Например, если у вас не будет электроэнергии в магазине или в кафе, вы просто не сможете работать, потому что у вас в первую очередь могут испортиться продукты. В вторую очередь, если у вас стоит автоматизированная система, тот же самый кассовый аппарат онлайн, да, вы не сможете продавать. То есть работать вы не сможете в темноте. В магазине, если, например, тот же самый вы оставляете на охранную сигнализацию, вы не сможете ее поставить, и вы будете вынуждены заночевать там. Вот. Следующая проблема – это персонал. В магазине мы столкнулись с тем, что не можем найти, многие не могут найти хорошего продавца. То есть его надо стимулировать с хорошей зарплатой, но спрашивать с него, я не знаю, если ревизия идет, недосдача идет, то справедливо высчитывать заработные платы и делать выплату, да, заработной платы. Касательно персонала в кафе, в первую очередь повар, второе официант, уже третье там уже остальные, да, то есть работники. Вы не должны быть в первую очередь независимы быть от повара, независимы быть от, я не знаю, от какого-либо человека. Вы должны уметь делать сами, тот же самый даже пол помыть, заготовки сделать, я не знаю, там пожарить те же самые котлеты, там мясо пожарить. То есть вы должны уметь все это делать, потому что не зная этого, вам сложно будет дальше работать. То есть сейчас у нас кадровый голод по Казахстану, да, то есть переговаривая, узнавая, общаясь с нашими коллегами, то есть кто владельцы кафе, владельцы магазинов, все сталкиваемся с одним, что ценного кадра мы найти не можем, то есть у нас дефицит с этим. Воруют, что еще? Безответственные. Хотят быть истинными, так скажем, казахами, ничего не делать и при этом оставаться красавчиком. То есть, чтобы им платили там миллионами, да? То есть, такого не бывает. Любой человек, который начал только карьерный рост, то есть, пришел, ему надо правильно объяснять, что если это человек без опыта, вы его должны обучить, все объяснить, а не так, чтобы... То есть, он пришел, вы ему платите, он без опыта, вы его гнобите, и в итоге он ушел. Да? То есть такие ошибки тоже могут быть. В основном с персоналом проблемы, да, бывают. Да. В следующем видео я расскажу про увеличение продаж, то есть именно касательно нашего кафе, что мы сделали, какие услуги у нас появились, что мы делаем, чтобы у нас увеличивались продажи. Вот. С такой информацией я с вами в следующий раз поделюсь. Хотел с вами с такой информацией поделиться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.